секреты березы, растущие в окрестностях нашего села Кептин. Актуальность моей работы заключается в том, что образы березы окружают нас повсюду. Я живу в горном районе селе Кептин. У нас березки растут в окрестностях нашего Аласа Кептин. Мы живем недалеко от Аласа. Каждое лето я с мамой наблюдаем березу. Мама рассказывает нам о чуде дерева березы. А почему? Чем важна береза для человека? Почему она занимает такое важное место в нашей жизни? Чем помогает береза человеку? На все эти вопросы мне было очень хотелось выйти ответ и доказать, что береза одно из самых лучших растений в мире. Сквозь века и поколения дерево является символом природы. Казалось бы, что может быть привлекательного в дереве, не имеющий ни красивых цветков, ни вкусных плодов. И тем не менее для всех нас береза красавица, с этим никто спорить не будет. Почему это дерево особое? Какие секреты она хранит в себе? Меня очень заинтересовало это дерево, и поэтому я выбрал тему для своего исследования и решил назвать ее «Секреты березы», растущие в окрестностях нашего села. Цель моей работы – изучение значения березы в жизни людей. Задача – изучить особенности березы, изучить, как правильно использовать березу. Объектом исследования. Мы выбрали березу. Методы исследования. Использование капа для изготовления сувениров. Сбор информации. Изучение литературы. Гипотеза. Мы думаем, что береза играет большую роль в нашей жизни. Нужно только знать ее полезные свойства. Актуальность. Какую пользу для человека приносит простое дерево березы? Узнать о полезных свойствах березы. В этом году стоял сухостой, поэтому было много природных пожаров. Пожар уничтожил очень много деревьев. Из-за того, что бушующий огонь очень близко поступал к населенному пункту, было принято решение отпилить березы, растущие близ поселка. Особенно огнем было охвачено березы, растущие где почва была торфяная, целью принести пользу, чтобы хоть какую-то пользу принесли выкореженные пожаром деревья. Мы с учителем подготовили очень много материалов, поэтому мы, исследуя разные источники литературы, решили написать доклад о пользе березы. Наши предки использовали для исцеления бересты и приготавливали лекарства. Народ Саха накладывали очень тонкий ствол бересты на маленькие рамки. Берестой пережигали больные места туями. Великие шаманы из Нахари, распознав мощную исцеляющую тайну бересты, изготавливали из них амулеты, обереги. Береста – наружная часть коры березы, состоящая из отделяемых друг от друга тонких прозрачных слоев. Внешний слой обычно окрашен в белый цвет, а внутренний лицевой может быть желтым, охристым, коричневым или желто-зеленым. Якутские народы мастера широко используют березовый кап для изготовления сувениров и столярных работ. Мы с учителем, используя в нашей работе капа березы, попробовали сделать разные поделки. Мы, поработав с капой березы, узнали, что кап березы в использовании очень прочный, цельный, долговечный, а по структуре сам по себе имеет уникальные узоры, которые никак невозможно воспроизвести человеку сначала. Когда мы подбирали тему доклада, когда мы работали над березой, мы увидели, что кап березы напоминает нам традиционный уклад, и мы решили сделать композицию на народную сказку «Старушка Беберкан с 5 коровами». Работа очень трудоемкая, работали около 3 месяцев. Последним штрихом нашей работы является тщательное ошкуривание изделия. Потом мы должны пройтись по нему маслом, чтобы масло хорошенько впиталось с деревом. Наша композиция заняла первое место на областном конкурсе выставки «Радуга Севера». Помимо этой работы мы сделали еще разные сувениры, как чаран, капеллян и так далее. И в заключение, береза – любимое дерево якутского народа. И об одном дереве несложно столько стихов и песен, сколько о березе. Я понял, что, работая над своей темой, откуда какая любовь и уважение народа к этому дереву. Береза издавна и лечила, и согревала, и оберегала людей.
Ни одна таблетка не лечит от такого количества болезней, как береза. Это дерево действительно является деревом жизни для детей. Широко используют древесину, вересты, ветки в своем хозяйстве. Применяют то, что дает береза в качестве лечебного сырья, оберегов, посуды. Хорошо, что береза быстро размножается, ведь она нужна людям. Но все же использовать ее надо только при крайней необходимости и как можно бережнее. Я много интересного узнал, работая над своей темой. Теперь я смогу рассказать ребятам о пользе березы и о том, что это дерево достойно уважения, восхищения, бережного отношения и защиты.